Это не просто школа, а целая планета знаний. Ведь здесь созданы все условия, чтобы развивать интеллект и раскрыть талант каждого ребенка. Новая школа в Насыркорском административном округе построена в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение рассчитано на 720 мест по проекту, но здесь свободно могут разместить 1200 учеников. Я хочу выразить огромную благодарность нашему государству за такой хороший, красивый подарок. Потому что все школы, многие школы в нашей республике были загружены. Теперь у нас есть возможность разгрузить рядом школы. Это 5-я школа, 10-я, 11-я, частично и 3-я школа. У нас школа очень хорошо оборудована. Есть кабинеты. Кабинеты оснащены интерактивными досками со всеми необходимыми материалами. В этой школе проявляется какая-то мотивация учиться. Очень сильная мотивация. Кабинеты вообще прекрасные, у них оборудование очень классное. Например, кабинет биологии, много всего интересного. Также кабинет химии. Нас пустили в лабораторную химию, там тоже было очень всего интересно, нам показывала учительница все как есть. Я учился в 3-й школе, мне понравилась эта школа тем, что она очень яркая, сильная, очень просторная, оборудование очень хорошее. Эта школа находится недалеко от моего дома. И я пришел сюда, так как она, во-первых, находится очень близко к моему дому, очень удобно, очень практично, а во-вторых, очень понравился стиль этой школы и сама школа. Полностью оборудованы 12 учебных кабинетов для начальных классов, 32 кабинета для старшеклассников. В трехэтажном здании современные лаборатории по физике, химии и биологии, просторная библиотека, большой актовый зал со всем необходимым музыкальным оборудованием и полностью укомплектованный спортивный зал. Здесь есть все необходимые условия для того, чтобы вырастить настоящих профессионалов. В новом учебном заведении дополнительному образованию уделять большое внимание. Здесь будут работать несколько мастерских. Девочек научат шить, а мальчиков работать с металлом и деревом. В швейном кабинете установлены и уже настроены машинки, которые позволят девчонкам кроить и вышивать. Большой популярностью пользуется кухня с варочными панелями и необходимой посудой, а также мастерские для мальчиков, в которых будут проходить уроки технологии. Здесь функционируют кабинеты для юных мастеров по металлу. Здесь у нас имеются токарные винторезные станки, также вертикальные винторезные, опять-таки же токарный станок и все мы как бы привычно называем заточка металла. Это у нас идет уже комплекс по обработке металла. То есть здесь будут производить как бы детали, могут быть различного характера. То есть это нарезание внутренней резьбы, нарезание наружной резьбы, а также многое другое. Еда здесь будет не только вкусная, но и полезная. Гордость школы, современный пищеблок и большая столовая, где целый комплекс для организации питания в отдельных комнатах, холодильные камеры для мяса, рыбы, оборудование для хранения и обработки яиц, тестомесительные машины, разделочный павильон, овощной цех и не только. Организованы 2 большие перемены, чтобы полностью обеспечить детей горячим питанием. Наша столовая может похвастаться новейшим оборудованием, которое пищу делает даже полезнее. Вот. Деток мы кормим качественно. Вот посмотрите, у нас все идет на пару. Супы делать в кастрюле, причем даже 2 они у нас. Котлеты, биточки, все тоже на пару. Вот. Сейчас, вот, например, у нас процесс приготовления идет. Мы делаем ежики. Вот. Они уже у нас практически готовые. По расписанию все идет по графику. Все, чтобы им было удобно. Вовремя получали они питание. Чем кормите? Кормим мы разнообразно. Вот сегодня у нас был завтрак, мы ели гречневую кашу со сливочным маслом, бутерброды у них с сыром, с маслом были, печенюшки, яблоки, какао. Поздравить учащихся с долгожданным открытием приехал лично глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что перед каждой школой республики стоит важная задача – растить талантливых детей, будущих отличников и медалистов, чтобы о нашей республике говорили с гордостью. Любая школа, она несет знания. Она несет с каждым классом, человек просветляется, и он такой благородный становится. Но это какой-то части больше, не меньше оценку нельзя дать. Это в каких условиях он учился. Это тоже важно. И условия созданы. Вы знаете, они созданы вот, по нацпроекту, демография, да, все-таки у нас национальный лидер Владимир Владимирович Путин, он
вот эти национальные проекты определил, и мы строим. Вы знаете, в одной области 3,5 миллиона живут человек. Я знаю эту область, да, там 3 школы в год открыли. Мы уже 20 в нашей доброй, уютной республике. И мы будем это продолжать. Ну а к детям мне хочется обратиться. Вы знаете, эти года быстро пролетят. Эти года, значит, нужно все, как губка, впитать. Все знания, которые вам дают учителя. Учителя, они, представляете, ежедневно, это сложный труд. Они настолько готовятся к урокам и дают вам знания. Уважайте их за их труд, уважайте их за то, что они готовыми приходят к вам, но имейте, пожалуйста, уважение к ним, готовы приходить на урок к ним. Они же готовятся, они же стараются. Но и вы постарайтесь, если вы идете в класс, в школу, изучите тот предмет, который преподаватель тот или другой будет сегодня или завтра по расписанию. Я хочу поздравить учителей. Вам созданы условия, которые облегчат ваш труд. Слова напутствия и добрых пожеланий высказал в адрес учащихся и сенатор Мухарбек Барахоев. Махмуд Али Макшевич сказал очень правильные и мудрые слова в адрес учащихся. Идите вперед к знаниям, совершенствуйте свои знания, получайте достойное образование, вы являетесь нашим будущим. От вас зависит, каким будет наш путь в светлое будущее. Любое открытие – это всегда праздник, поэтому учащиеся школы организовали для почетных гостей выступления. Далее для гостей устроили экскурсию по новому объекту. Махмуд Али Калиматов лично ознакомился с условиями и возможностями, которые созданы для учащихся. У тебя хозяйство серьезное. Я надеюсь, будешь справляться. Убежден, что мэр города будет помогать. Рассказ тебе школу, видишь. Они-то постесняются, позвонят. Раз, выбрал там. Заехал в одну школу, посмотрел другую. Понятно, министерство, они свою работу будут делать. Но ты же здесь, папа и мама города, приедь, посмотри, потом подъедет министр, если обговорить что-то. Потому что настолько великолепно все сделано, просто великолепно. Дышится, самое главное здесь дышится свободно. На территории школы также построены теннисный корт, площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, детские игровые площадки и не только. Благоустройство территории глава республики также проверил. У Махмуда Али Калиматова остались некоторые замечания. Вот это все мне исправите. И сбрасывайте мне фотографии. Хорошо. Потому что Штейн, да. Вы твоем, я был хамбиаби. Вот эти мелочи, щетки, я понимаю, время было, еще там. Но сейчас потихоньку, цанкера, молодо, хадидис, понимаете? Череда открытий в республике продолжится, тем самым качество образования в регионе выходит на новый уровень. Рина Сычева, Магомед Шулхалов, Новости 24.